Беларусь часто критикует извне за якобы недостаточную демократичность. Эти обвинения давно стали ритуальными. Но случился этот конфликт с послами Евросоюза. И мы просто вокруг этого, но для них не секрет, очень это болезненно для меня, для нас был вопрос не только для Евросоюза. Мы просто смотрели, что вокруг происходит, разговаривали с людьми, с их работниками и так далее, и так далее. И когда мне принесли аналитическую записку со всеми фактами, я был приятно удивлен. Ни один иностранный дипломат, который покинул нашу страну тогда, или вынужден был покинуть, этого не хотел. Рефрен один разговору: прекрасная страна, добрый народ, спокойно на улицах, можно отдохнуть, цивилизованная, европейская, не хуже, чем в Германии и других странах. Поэтому я для чего говорю? Для убедительности, чтобы вы знали. Они нас публично критикуют, избивают, вытирают об нас ноги, но на самом деле истина другая. Они любят нашу страну, ценят ее и говорят, что здесь, в Беларуси, демократии не меньше, чем у них. Да мы сами знаем. Мы же видим, как там поливают слезоточивым газом, бронзбойтами разгоняют, тягают этих людей, женщин, детей за ноги, за руки и так далее, и так далее. Мы что, в истории своей независимой, недемократичной Беларуси, мы только учимся у вас демократии. Мы когда-нибудь это делали? Нет. Так в чем же вы нас упрекаете? В том, что мы выборы по законам Беларуси проводим по Конституции? Так мы же вас не упрекаем в этом. Вот вы провели во Франции выборы. Я сразу же поздравил президента Франции. Народ определился в Франции. Нам какое дело туда лезть? Так и вы же себя ведите соответствующим образом. При этом мало кто задумывается о главном – об историческом пути белорусов, о ментальности и традициях нашего народа. В 90-е годы радикальная либерализация была отвергнута не по воле Лукашенко. Это было настоятельное требование нашего народа. Белорусы предпочли спокойное, не шоковое вхождение в новый для нас мир жесткой рыночной конкуренции. На этом пути мы прошли уже немало. Сегодня в стране действует смешанная экономика. Во многих отраслях от торговли до программирования именно частные фирмы заняли ведущее положение. Могут рентабельно работать, пусть работают. Последовательно изменяются роли и функции государства. Уже не нужен всеобщий директивный контроль. Главное предназначение государства сегодня мы видим в том, чтобы стимулировать прогресс во всех сферах, обеспечивать социальные гарантии гражданам, создавать правовые основы жизнедеятельности.